Профсоюз – это организация, прежде всего созданная для защиты интересов работников. О том, какие задачи сегодня стоят перед профсоюзами и дальнейшие пути развития, обсудили на совещании председателя профсоюза с председателями региональных организаций, входящих в Приволжский федеральный округ. На встрече поднимались вопросы, связанные с социальным партнерством в учреждениях здравоохранения Чувашской республики, включая социально-экономические, правовые вопросы и вопросы охраны труда. Нам как раз-таки важно переломить вот эту ситуацию, которая существует. У нас действительно есть некоторое падение профсоюзного членства, и мы хотим эту тенденцию остановить и переломить. Остановить нам ее удалось. То есть, нам показали уже последние годы, что то снизился процент падения сначала, да, теперь мы остановили. В этом году дали, по прошлому году, в 2022 году дали небольшой прирост. Отлично, мы, так сказать, теперь наша задача идти поступательно вверх. Поэтому как раз этот опыт нам крайне будет важен и нужен. Далее, мы должны прийти к тому, чтобы совсем немножко психологически поменять ситуацию. Мы сюда пригласили не только председателей региональных организаций, но пригласили сюда председателей первичных организаций, для того, чтобы и они нам рассказали о тех проблемах, которые у них существуют, да, которых мы, может быть, не слышим, а вот они вживую нам о них сегодня расскажут. И точно так же мы пригласили с той точки зрения, чтобы они послушали, посмотрели лидеров и поучились этому. Местом проведения Чувашская республика выбрана не случайно. Чувашская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации – одна из самых многочисленных из всех отраслевых профсоюзов республики. Она объединяет более 60 первичных организаций и около 20 тысяч членов профсоюза, четверть из которых составляет молодежь. Организация растет, развивается, а значит сохраняет свою привлекательность для медицинских работников республики. Профсоюз решает самые разнообразные задачи и, выполняя ежедневную, такую незаметную на первый взгляд, но всем необходимую работу, он ставит перед собой цель – эффективную защиту интересов и прав медицинских работников для создания в коллективах благоприятной рабочей атмосферы и обеспечения доступной и качественной медицинской помощи населению. На фоне всего этого очень важно сохранить в трудовом коллективе хорошую, нормальную рабочую атмосферу, чтобы люди были уверены в качестве своих рабочих мест, были уверены в завтрашнем дне, чтобы их рабочие места соответствовали всем нормативам. И вообще, чтобы они себя чувствовали комфортно, могли приходить на работу и с полной отдачей трудиться на своих рабочих местах. В общем-то, для всего этого и нужен наш профсоюз, потому что основная его задача – это представить интересы работника, защитить его трудовые права. Ну и, конечно же, мы занимаемся еще другими направлениями. Мы очень, скажем так, с большим желанием оздоравливаем наших медиков и членов их семей. Мы обучаем их основам юридического права, знанием законов об охране труда. Это все, что дает им, скажем так, быть, спокойными и уверенными и трудиться с полной отдачей. Кроме того, сегодня профсоюзы – одна из влиятельных сил нашего гражданского общества. И они законодательно наделены широкими полномочиями для защиты социально-трудовых прав и интересов работников. Это, в свою очередь, обеспечивает улучшение условий труда и создание нужного микроклимата в коллективе.